Островок древности посреди шумного мегаполиса. Эта цитадель еще в раннее средневековье защищала древний город Нуджикет, предшественник нынешнего Шымкента. Город занимал обширную территорию – 85 гектаров и включал в себя жилые кварталы, казармы, общественные заведения и храмы. Так выглядели 14-метровые южные ворота, которые вели в Ташкент. Такие же встречали путников из Сайрама и караваны Великого Шелкового пути. Сегодня часть этих объектов восстановлена, часть превращена в музеи, которые хранят богатую историю древнего города. Это фортификационные жилые здания, построенные в XVIII-XIX веках. Здесь проживали правители и военные. Сейчас артефакты, свидетели того времени, хранятся в стенах этого здания. Прикоснуться к истории древнего города можно в музее. Экспозиции рассказывают о культуре жителей Шымкента. Чтобы посетители могли окунуться в атмосферу воссозданного времени, здесь представлена диорама Восточного базара. В залах музея можно найти глиняную посуду, горшки, мебель, датированные большим отрезком с 1 по 19 века. На этих экспозициях можно найти доказательства проживания на территории нынешнего Шымкента первых людей. Это ярко иллюстрирует бронзовая посуда, относящаяся ко II веку до нашей эры. Здесь же можно увидеть макет водопроводных труб, которые использовали в X-XIV веках. Под ним шла чистая и выводилась грязная вода, а восьмигранный хаус – искусственный водоем, восстановленный в центральной части городища, обеспечивал жителей питьевой водой во время осады и служил для хозяйственных нужд. В третьем зале собраны экспонаты зороастрийского периода. Результаты раскопок указывают на то, что некоторые жители древнего Шымкента были приверженцами этой религии. Крепость призвана в первую очередь защищать город, поэтому здесь много оборонительных сооружений и оружия. Эти экспонаты собраны в Восточной башне, которая пристроена к крепостной стене с целью размещения дозорных. Для защиты жителей под башней построено подземное убежище. Кроме того, ученые нашли подземный ход, ведущий в город из Пиджаб, Сайрам. Среди экспонатов музея есть продуктовый склад, который позволял долго хранить припасы в случае осады. За пределами музея история не заканчивается, а продолжается уже под открытым небом. Древние восточные города строились по схожему принципу. В центре располагалась укрепленная цитадель, за стенами которой раскинулся сам город Шахристан. Развалины его юго-западной части сохранились по сей день. Здесь вы можете увидеть остатки жилых помещений караханидского периода. Шахристан окружали городские стены, за которыми располагались рабады, ремесленные и торговые предместья. История этого места тянется от поселений Бронзового века до развитого современного мегаполиса. Но и это лишь часть его наследия, продолжение которого увидят наши потомки.